Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема будет такой: чем судьба наградит в ближайшем будущем. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, обратитесь к высшим силам и просто спросите, чем судьба меня наградит в ближайшем будущем. Ближайшее будущее вы можете загадать самостоятельно. Только, пожалуйста, не загадывайте слишком короткий и слишком долгий срок. Пусть ваша интуиция вам подскажет, какой срок загадать. Итак, мои хорошие, я думаю, что все уже настроились, все уже загадали. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что сказать, хорошими и добрыми людьми наградит вас судьба. Да, люди это, конечно, все. Такие прям золотые человечки идут в вашу жизнь. Веселые, красивые. Люди, которые умеют любить, желают творить добро, хотят дружить, хотят быть важными, нужными и полезными, и ничегошеньки взамен не просят. Знаете, мои хорошие, да, это отсыпка общая, и не у всех она 100% отыграется. Но вот идет впечатление от этого песка, что у вас как-то по жизни особо-то и не было хороших знакомств, да, не было, вот по пальцам можно одной руки пересчитать людей, которых вы могли бы назвать хорошими, либо людей, которых вы могли бы назвать друзьями. Да, все какие-то были специфические, мягко скажем, да, специфические. То есть вроде как посмотришь, человек нормальный, начинаешь сближаться и понимаешь, что что-то тут не так. Нет, надо разворачиваться и уходить к себе в свою стороночку, да, в свой дом, пока не поздно. Были моменты, когда вас за вашу же доброту, за вашу же сердечность и любовь вас обижали. Обижали, предавали, обманывали, обкрадывали, ну, в общем, со всеми вытекающими. Так, ну что, давайте по порядочку пойдем. Мне очень нравится, что у вас вышло две луны. Тем более в таком сочетании. Луна у нас всегда про женскую силу, про женскую энергию, красоту, ум и, конечно же, интуицию. Я уже говорила, кстати, да, кто со мной давно, возможно, помнит, что каждый человек наделен интуицией. Каждый, да. Если бы не было у нас интуиции, ну, мы бы не выжили. Просто не выжили. Вот. А со временем, конечно, когда условия жизни стали улучшаться, таких вот прям опасностей, да, нет в нашей жизни, как было, например, там 10 тысяч лет назад, да, уже нам настолько интуиция не нужна. И плюс еще, знаете, как общество навязывает свои там мысли и идеи. Мы, конечно же, стараемся идти в ногу со временем, и очень часто вместо того, чтобы пытаться раскрыть свою интуицию, наоборот, ее загоняем куда-то поглубже, чтобы не казаться белой вороной, чтобы вас там никто не высмеивал, там, не тыкал пальцами. Ну, кто занимается эзотерикой, те понимают, о чем я говорю. Так, у вас вот как раз идет обострение вашей интуиции. Момент, когда вы либо до конца в себя поверите, либо вот в самые нужные моменты, вот вдруг, да, вы в трудной ситуации, вам нужно принять какое-то решение, вы запутались, вокруг никого. И тут такой тоненький голосочек, да, подсказывает: сделай так, поступи так, пойди туда, сверни сюда. Да, вы будете это ощущать. Кому-то будет казаться, что это признаки, да, каких-то нехороших заболеваний, да, что-то со мной не так. Но я вас уверяю, с вами все хорошо.
Вот как никогда с вами хорошо. Это ваша интуиция с вами говорит. Кстати, если кто-то помнит, я периодически вам говорю, да, перед началом сеанса, что все мои видео мною заряжены на позитив, на хорошую, добрую энергетику для вас, чтобы у вас здоровьица улучшалось, чтобы у вас раскрывался ваш потенциал, чтобы интуиция у вас просыпалась. Возможно, вот он момент пробуждения. Вы знаете, почувствуйте, конечно, сначала себя немножечко напуганным, да, что буду говорить правду, а потом вам очень понравится дружить с вашей интуицией. Будете опираться на свою интуицию, не только себе поможете, но и вашему близкому окружению. Да, мои хорошие, ждут вас великие дела. Я не могу сказать, что интуиция — это награда, но тем не менее, вот выходит пробуждение интуиции. Так, здесь у нас хорошие вести идут. Вести, которых вы ждали, на которые вы надеялись. Где-то задержались эти хорошие новости. Может быть, как-то, знаете, вы ждали, а потом рукой махнули, сказать: да, все, про меня забыли. А нет, про вас не забыли. Кто-то ошибся, какой-то человеческий фактор, задержались, опоздали, не дозвонился человек, либо не сделал свою работу. Придут, девочки, придут. Особенно если вы какие-то документы ждете. Пожалуйста, вот, птичка уже летит, причем она не пустая. Она на крыльях несет, не знаю, письма, справки, какие-то документы она на крыльях вам несет. Бумажечки будут, бумажечки. Вот то, что ждали. Так, еще по наградам. Вот здесь справедливость вышла. Справедливость, которая, видите, вас возвышает, награждает, а человека, который с вами, например, там, враждовал, конкурировал, сопротивление, да, в сопротивлении был к вам, вот этому человечку нет места. Нету. Это либо какой-то справедливый суд будет, суд по справедливости. Может быть, вы с кем-то судитесь, да, какое-то разбирательство, может быть, официальное проходит. И тогда вас признают, как победителем, да, правым, а этого человека осуждают. Если мы говорим о Божьей воле, то ваши запросы на справедливость, они будут исполнены. Здесь вот видите, как чаша, да, на вас выпала чаша, не на того человека. Вот кто вот знаете, кто вот постоянно обращается к высшим силам и говорит: вот почему так несправедливо, да? Вот меня человек обижает, мне плохо, да, а тому человеку хорошо, он там как сыр в масле катается, да, ему только прибывает. Вот мысленно вы обращаетесь, да, вы не желаете зла этому человеку, но тем не менее вы хотите справедливости, справедливого возмездия. Вот, пожалуйста, будет результат. Так что, мои хорошие, ждите, справедливость на вашей стороне. Так, идем дальше. Здесь у меня две женщины делят мужчину. Вот просто одна, смотрите, в одну сторону тащит, другая в другую сторону тащит. А мужчина такой бедненький растерялся и ничего не делает, да? Деритесь за меня, деритесь, тащите, тащите. Знаете, я так вам скажу. Если вы вот сейчас бросили все силы и усилия на то, чтобы победить, придет момент, когда вы сами откажетесь от этого человека. Вернее, даже не от человека откажетесь, а от этой борьбы. Вот придет понимание того: Господи, а чем я занимаюсь? Зачем мне нужен человек, который боится принимать решения? Вот знаете, прям так и подумайте: окей, сейчас я его перетащу к себе, да, он начнет жить со мной, у нас там все будет, там семья, дети. И как мне с ним жить? Мне что, с ружьем ходить и охранять его 24/7? То есть сейчас я делю с одной женщиной, пройдет там дней 10, третья появится, 10-я, 100-я, 1000-я. Понимаете, вот как озарение будет. А вам, знаете, кто поможет? Вот человечек, видите, вас поддержит. Это новый человек, новый. И причем, знаете, это человек, но он как идеал, к которому вы стремились, которого вы искали. По внешности, скорее всего, нет. А вот по душевным качествам, по интеллекту, по темпераменту, вот прям зайдет на ура. Вы понимаете, буквально там пообщайтесь с этим человеком час, и вы поймете:
Боже, а чем же я все это время занималась? Да чем же я страдала? Боже мой, вот как осознание. Смотрите, как у вас интересно отыграется. Вы откажетесь от заблуждений, вы откажетесь от каких-то вот навязчивых идей, пустой траты времени. И тут же, понимаете, вы обретаете человека, который, как вы, но считайте, что ваш близнец. Близнец, вот вам так хорошо будет, вот прям, ну, час пообщаетесь, уже все друг про друга знать будете. Такое доверие идет, такая открытость, такое дружелюбие. Сойдете, как-то очень быстро сойдете с человеком. И все, вот эти все муки, мучения, они пройдут. Награда в данном случае — это прозрение. И второй момент — это обретение того, кого вы так долго ждали, искали, на кого надеялись. Ну вот как на спутника жизни. Вот, пожалуйста. Причем смотрите, как он сразу вас на руки берет. Поддерживает, во всем будет вас поддерживать. Знаете, как и в огонь и в воду за вами пойдет. Вот действительно человек, на которого можно довериться, а не вот это тяни толкай до бесконечности просто. Так, здесь у меня выходит невеста. Смотрите, какая красивая невеста. Девушка, которая становится именно невестой, а потом женой. Понимаете, жена. Тут брак какой-то интересный идет. И знаете, как крест, развилка. Вот вам наградой в данном случае идет именно этот брак. Но не как сам союз. Да, награда — это не союз. А награда скорее возможность, которая после этого союза у вас откроется. Во-первых, здесь явно, что вы куда-то будете уезжать, переезжать. Ну, там, в другой город, в другой, может быть, там район, в другую страну, на другой континент. Вот куда-то вы поедете. И вот именно там, на новом месте, у вас какая-то очень активная деятельность начнется. Во-первых, вы себе найдете применение. Во-вторых, опять же, у вас вот как возможность, я не знаю, обучаться, либо кого-то обучать, либо вы будете учить, либо вас будут учить. Вам будет очень интересно. Жизнь ваша вот прям заиграет всеми красками. Смотрите, и семейное счастье у вас, и плюс еще столько много новых возможностей. И так скажу, вот для девушек, которые, ну так решила судьба, да, вот так распорядилась судьба, что вы живете далеко от своих детей, живете далеко там от внуков. Либо вы переживаете, да, там, где ваши внуки, что делают ваши дети. Вот у кого-то прямо из вас отыграется, что дети либо внуки к вам переедут, да, приедут, будут с вами рядом жить. Вот, то есть как бы одна большая дружная семья у меня здесь получается. Так. Вот человек на букву К вам идет как благодетель. Этот человек очень много для вас может сделать, либо в самый сложный момент человек за вас заступится, либо поможет вам чем-то. Обращайте внимание, вот именно вышла буква К. Это может быть имя, это может быть фамилия, прозвище этого человека, либо дело, да, на букву К, вот чем он занимается. Вот ждите именно помощи, поддержки. Не просто так этот человек в вашу жизнь будет послан. Он действительно идет как награда, чтобы вам помогать. Помогать, либо вот именно в самый критический момент вам помочь. Так. Здесь вам что-то покорится. Кому-то учеба, кому-то карьера, а кому-то очень, скажем так, сварливый человек, либо балованные дети. Ну, покориться я, конечно, громко сказала, да, то есть вы либо научитесь, либо приспособитесь, либо сможете договориться, адаптироваться, да, к данным условиям. Но при этом, смотрите, как перед вами голову кланяют, а вы-то на коне остаетесь, это замечательно. Вот тут я за вас порадуюсь. Вот это уже, да, это уже мудрость. Мудрость, которая действительно идет как дар, как награда. И не только сама по себе мудрость, да, мудрый человек, но еще и умение использовать свой ресурс. Вот этим вы будете блистать. Блистать так, что ну, злопыхатели просто там подавятся от зависти, да, аж перехватит дыхание. Ой, как она это делает, Боже.
Она точно какая-то волшебница, колдовка, да? Обычной женщине, либо там мужчине такое не дано. Ох, помяните мое слово, нечисто. Да, действительно нечисто, но только с другой стороны. Вот если бы эти злопыхатели пережили столько бед и неприятностей, сколько пережили вы, вот какие-то страдания, душевные страдания очень тяжелые прям чувствую. Да, вам это все, понимаете, не просто так далось. За все вы платили. Все вы это тяжелым трудом, да, на шкурки свои зарабатывали. Ну, злопыхателям этого не понять. А в любом случае, вы знаете, вот этим всем конкурентам-злопыхателям вы так утрете нос, что, ну, честно, прям покоробит их. Покоробит и так и не пойму, да, что это было, да, что это за человек такой уникальный. Так, ну и напоследок вот хочу сказать для тех, кто с близкими людьми по каким-то причинам, ну, потерял контакт, может быть, вы друг друга не понимаете, вы друг друга не слышите, по-разному мыслите, передаете информацию по-разному. У вас вот судьбой обещано, что человечек, который сейчас, ну, отвернулся, либо, ну, капризный, да, не хочет договариваться, ничего не хочет слышать, передумает и, ну, от вас ничего не потребуется, никаких усилий. Мало того, человек, который, ну, скажу как есть, да, возможно, вас обижал там словесно, обижал своим недоверием, либо нежеланием идти на контакт. Мало того, что передумает, так еще и для вас что-то сделает. Здесь от этого человека идет дар. Дар, подарок, ну, что-то такое серьезное, внушительное. Не могу сказать, что, но для вас это будет очень приятно, и вы будете шокированы, да, что именно вам этот человек именно это дал, отдал, подарил. Вот так вот, мои хорошие. Но я так понимаю, кому-то даже наследство может отыграться. Причем такое не маленькое наследство. Вот. Так что ждите, все у вас будет. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.